Всем привет, кто смотрит это видео. Я сейчас хочу рассказать о своей небольшой коллекции мини-книг. Я думаю, что вы видели предыдущее видео о небольшой, совершенно небольшой домашней коллекции миниатюры, которую я пытался собрать у себя вообще вот в молодости. Ну и эта увлеченность у меня потом выросла в собственное издание. И вот я хочу показать, что я смог сделать сам. Конечно, это совершенно любительские вещи, сам издат, но это, здесь не только мое, но и вот вы увидите очень интересного автора, кстати говоря, который сам делал свои книжки своими собственными руками. Вот это очень оригинальные вещи, я думаю, ну, потом об этом отдельно поговорим. Сейчас я хочу показать первые мои опыты создания своих собственных книжек. Это было 90-е годы, середина 90-х годов, когда не было денег на издание вообще. Ну и потом мне не хотелось бегать по спонсорам, да и вообще я не люблю искать деньги, откровенно говоря, попрошайничать, то и я решил научиться все делать сам. Вот все, что вы видите здесь, вот эти две маленькие стопки, эти книжки, то есть в создании этих книжек я участвовал сам каким-то образом. Свои собственные я собирал сам, то есть имеется в виду, набирал в компьютере, потом в пейджмейкере обрабатывал, создавал макет, а потом выводил это на принтер, распечатывал их и потом даже делал вот такую твердую обложку. Я нашел человека, который мне помогал это делать, но научился сам все это делать, сам сшивать. Давайте посмотрим. Вот у меня второй сборник стихов, Рубаилер, называется Рубаи. Он вышел в 97 году. Это моя идея, но она была издана в издательстве Росса. Тогда это издательство так называлось. Вот издательство Росса, где-то она вышла тиражом около 300 экземпляров, и она, конечно, разошлась по рукам, я ее раздал. И рисунки к нему оформлял как раз Эдуард Сагалаков, Эдуард Алексеевич. Эти рубаи на хакасском языке, тут 80 с лишним текстов. Конечно, это самостоятельное издание, вот таким образом пытался я это все делать. Эдуард Алексеевич это все прорисовывал. Вот такая вот миниатюрная книжка. Это 97 год. Это второй сборник стихотворений. Мой второй сборник, который я сделал. Следующая книжка, третий сборник. Сюректет Кильген Сёсь. Вот эта книжка. Сюректет Кильген Сёсь. Тут также стихи на хакасском языке. Он был издан, правда, в 2000 году. Но, тем не менее, это уже так, это третий сборник, или третий. Основная идея сборника создать стихи, подобные эстетике Серебряного века, скажем так, о русской литературе, но стихи на хакасском языке. Вот. Мне эти рисунки прорисовывал Сагалаков, наш художник интересный, Георгий Николаевич. И тут около 50, кажется, стихотворений, если не больше. Ну да. Вот тут они рисунки есть, это прорисовывал. Вот эту книжку я все делал сам, сшивал, склеивал, но потом уже относил человека, который мне делал твердую обложку. Сюректет Кильген Сёсь. Это третий сборник. Четвертый сборник. Тут аж два варианта. Вот, Ойгалас Ойма называется. Это тоже миниатюрная книжка. Вот, кстати, вот этот вот третий сборник, а Сюректет Кильген Сёсь четвертый. Потому что эта книжка была сделана в 98 году. Вот, это выведено на принтере. Вот таким образом я собирал это все, делал. Да, но я сейчас пока это отложу. Вот. Книжки на хакасском языке. Так, был издан тиражом 50 аж экземпляров. Да, огромное количество было издано, конечно. 50 экземпляров, я их просто раздал друзьям. У кого-то сохранились, не сохранились, я не знаю. Но вот в природе
такая книжка есть. Дальше, что еще было в природе? Я пытался в бумажном издании издать самостоятельный мини-журнал. Мини-журнал. Он вышел в единственном экземпляре, номер 1, 98 октябрь. Так, мини-журнал, идея была мини-журнал от одного человека. И тут есть стихи. Кстати говоря, небольшая статья о первом стихотворении, хакасском стихотворении. Это отец Леонида Романовича издал, это рукописи, они хранятся в Хотняле, я вот их переложил, вот собрал, вот, попытался тут вынести. Это мои стихи идут, да, стихи. И дальше о переводе статья, это научная статья. Дальше идут рассказики, Шогастер. Это интерпретация рассказов Данилы Хармса на хакасском языке. Дальше также научно-популярные статьи по форме стихотворения небольшого. То есть берется одно стихотворение и рассказывается в смысле, почему это стихотворение было написано. И тут, кстати говоря, Ленин Нахбанда. Вот очень интересное явление. Михаил Николаевич Чебедаев, у нас поэт советского периода, о нем говорили, что это поэт, который воспринял идеи Маяковского и писал стихи лесенкой. Вот таким образом Ленин Нахбанда текст выглядел в издании. Да, но когда я начал разбираться, это оказался обычный тах-пах. Вот, а я об этом пишу как раз. В общем, о таком интересном явлении в нашей литературе. Так, переводы. Тут переводы рассказиков с татарского языка, кстати говоря, на татарский. Три небольших рассказика. Они, кроме этого журнала, ИС называется, они нигде больше не публиковались. Переводы Габдулла Тукай, 2 стихотворения, это тоже татарский поэт. Перевод английского стиха на хакасский язык. Ну и тут я пытался еще вывести некую такую библиографию стихотворений, что ли. Так, нет, я вру. Это моя собственная библиография, где... Нет. Я пытался вывести действительно библиографию стихов, которые когда-либо выходили в печать. Была такая идея, мне хотелось собрать все это и систематизировать. Небольшая статья Хакасиедасхан Аякинделернанера. Аякинделера — это миниатюрные книжки. И вот я тут рассказываю, какие миниатюрные книжки были изданы в Хакасии. Тут дается перечень этих книжек. Вот. Стихотворение, детское стихотворение. Дальше. Кибельдер Сюстыга. Это словарь стихосложения. Кибельдрис — это стихосложение. Хакасский словарь стихосложения и основные понятия. Тут у меня 3 слова. Что такое ям, что такое харей и что такое кибельдрис, как аналоги. Да. И была идея потом дальше продолжить, конечно, но так и не получилось. Переводы Данила Хармса, уже именно переводы, не интерпретация, а переводы. Тут о Пушкине на хакасском языке. Так, кстати говоря, этот перевод тоже нигде не публиковался. И тут еще Кибельс Пули. Я пытался рассказывать о других авторах, которые пишут на хакасском языке. В данном случае Зинаида Семеновна Поточакова. Мы с ней вместе учились в ВГПИ на институте. И она вот тоже писала тексты. И вот я эти тексты сюда вынес. Вот такая была попытка создания такого вот журнала. Журнал ИС. Он вышел в одном номере. И, в общем, на этом у меня все и закончилось удачно. Дальше, следующая миниатюрная книжка, это моя, собственно, я пока расскажу о своих. Это уже издание Дома литераторов, тоже моя идея.
Это была книжка грантовая. Была идея издать. В общем, тут тоже я собрал книжечки, и они были изданы определенным тиражом. Кажется, я сейчас точно не помню в каком году. Давайте посмотрим. 2013 год уже. Виталий Николаевич Козласов, художник. Это та же детское стихотворение, тоже детское стихотворение, только еще сюда добавлены некоторые стихи. Вот это вот хакасская миниатюра. Конечно, с точки зрения эстетики издания, понятно, что это самиздат, тут говорить о какой-то эстетике невозможно, но тем не менее, сама идея вот была вот реализована каким-то таким образом. Потом я пытался заняться изданием других авторов. Ну, например, Николай Егорович Тинников, Кибельстер. Собрал точно так же. Собирал все это дело, складывал каким-то образом. Это все делалось. Так, это, кажется, мне помогало издательство Роса, кажется. Так, если я не заблуждаюсь. Так, вот следующий такой интересный автор, Петр Минор. Кстати говоря, он жил раньше в Хакасии, сейчас, по-моему, в Германии в 2001 году. Он занимался единоборствами, вообще он историк сам по себе по образованию, и он любил рисовать миниатюры. И вот все, ну, вот эти шаржи, да, на друзей, вот они были прорисованы здесь, и я говорю, давай издадим, и, в общем, он согласился. И я это все делал, собирал дружеские шаржи, да, составитель Сергей, вот редактор титула Ольга Ашмарина. В общем, я все это сам сшивал, сам делал и ходил, в общем, самостоятельно все это. Это ручная работа. Дальше, вот эта книжка, тоже интересная довольно-таки книжка. Это Андрей Иптышев, автор. Он сам занимается изданием книг. Ну, в общем, мне было интересно поучаствовать в разработке. Кажется, сшивал, я сейчас точно не помню, но то, что я здесь участвовал в идее, я с ним много раз говорил, давай издадим. Почему? Потому что у него какие-то такие интересные высказывания, у него есть определенный литературный дар. Андрей Иптышев, если бы он занимался литературой, я думаю, что он бы, наверное, достиг каких-то результатов хороших, имеется в виду. И вот я даже о нем тут прописывал стихотворение есть на хакасском языке, посвящение Андрею Иптышеву. Вот. Можно посмотреть. Вот. Но это довольно-таки уже более интересное издание. Я верю в жизнь. Да. Это все ручная работа. Вот он, кстати, сам автор. Вот. Следующая книжка это Геннадий Кичеев «Рубаилер». Тоже я участвовал в разработке этой книжки. Собирал. В пейджмейкере, кажется, все это делал. Сшивал. В общем, все сам делал. Вот это все. И мне тоже помогали с твердой обложкой. Вот это то, что я пытался в каких-то домашних условиях делать вот такие книжки. Теперь хочу рассказать вот об этих книжках. Смотрите, это совсем другая, это ручная работа вообще. Тут нет никакой технологии, но в чем интерес этих работ? Это рукой собранные все, вот, да, вот эту берем. Да, так, Эдуард Сагалаков. Интереснейший человек. Я, в общем, когда собирал книжки, он мне их подарил, вот эти вот миниатюрки. Это Москва, 95-й год. Да. Хрыз. Тут стихи. Вот. И эти стихи, они не повторяются. Вот здесь стихи, да, стихи о любви. Вот сборник 1. Хрыз, да. Вот второй сборник стихи о любви. Так, дальше. Я просто подряд буду
их представлять тюрки. 95 год. Сборник стихов, да. Вот смотрите. Эдуард Сагалаков. Тюрки, Москва. Сам издат, видите? Сам издат. Воины-кочевники, поэты. И, в общем, тут стихотворение на хакасском и русском языках. Вот. Тюркские знаки. Так, братья. Еще следующий сборник. Эдуард Сагалаков. То же самое. Вот 95 год. Вот. Миниатюра. Так, дальше. Несказанное синее нежное. Несказанное синее нежное. Тоже Москва 95. Тоже несколько стихов. На хакасском русском языках. Точно так же. Могилы кыргызов. Следующий сборник. Тоже сверстан, рукой сшит. Прорисован как-то несколько стихотворений. Они тут есть. Так, я зачитаю одно из стихов, пока не буду их прочитать. Просто я хочу показать по названиям могилы. Так, могилы кыргызов. Ну, видать, это повторяется, да? Могилы кыргызов. Меч зимы. 97 год уже Москва. Меч зимы. По мотивам музыки хайку. То есть по мотивам японской поэзии. Вообще Эдуард Сагалаков, вот, влияние японской поэзии очень сильно. Очень сильно. Но он их перерабатывает по-своему. Так. Следующее стихотворение «Осень», 95 год, то есть сборник, точнее говоря, ручной маленький сборник. Тут, конечно, не сотни стихотворений, но идея сборников буквально 10 стихов, но это короткие стихи в стиле японских танка. Ну, примерно, да, то есть стиль коротких стихотворений. Так, рукописная книга. Аноним, ну это его же работа. Да. Надо мною лишь небо, великое синее небо. Да, вот. Ты. Еще один сборник. Я стоял под дождем и глядел тебе вслед. По моему лицу текли капли дождя, чужие слезы. Довольно неплохо. Но мне нравится его одно стихотворение. Я, если сейчас найду, полностью зачитаю этот текст. Так, рукописная книга, аноним, это тоже, видите, но это тоже, вот это издание, оно уходит за пределы миниатюрной книги, потому что требования к миниатюрам это 3 дюйма, не больше 3 дюймов. Дальше Сагалаков Эдуард, 95-й, то же самое здесь. Так, ну, по стандартам СССР не больше 100 сантиметров, не больше 10 сантиметров. Так, давайте-ка я найду это стихотворение. Попробую сейчас найти про философа, который пасет овец. Очень интересно. Я, вот, к сожалению, сейчас буду искать, да, где они находятся. Так. Да, вот я нашел. Я очень люблю вот этот текст. Я лежу на траве и смотрю, как вдали идет дождь. В чем причина дождя? Вдруг спросил я. Причина дождя состоит в том, что вода, охлаждаясь, стекает с небес, пояснил Аристотель. Это дао проявляется в виде воды, перебил Лао Цзы. Мы видим воду в виде дождя, но не знаем, какова его суть сама по себе, сказал Кант.
Гоните баранов в кошару, приказал я троим мудрецам и пошел кормить лошадей. Завтра отправляюсь в набег сжигать города и селения, ведь Бог возложил на меня это трудное дело – карать невиновных за грехи неразумных отцов. Вот такое великолепное стихотворение. Вот. В общем, моя идея видео была в том, чтобы показать, что в хакасском самиздате, в культуре хакасского самиздата, скажем так, были кое-какие идеи относительно издания того, чего и как издавать. Вот один из ярких самиздатовцев, теперь вы знаете, Сагалаков Эдуард. Видите, да? Это конкретно. Я почему показывал каждый, чтобы показать, чтобы это документальное подтверждение самиздата. Это документальное подтверждение того, что тоже это самиздат, тоже вручную все делалось. Да, это другая форма самиздата. Здесь рукопись, а здесь некоторые технологии книжного издания, как бы, бумажного издания. Если кому-то было интересно, спасибо за внимание, что досмотрели этот фильм. Поставьте лайки, если вам понравилось. Ну, можете прокомментировать. Было бы хорошо, если бы вы прокомментировали. С вами был Сибдей Том. До следующих видео.